Привет, я принцесса. После того, как на сайте Скотта исчезла шляпа, сразу начались предположения по поводу четвертой части игры. Поэтому сегодня, друзья, расскажу вам свою версию того, что же мы увидим в четвертой части FNAF. Обязательно ставьте лайки, если хотите видеть больше видео по этой игре. А сейчас давайте начнем. Для начала расскажу вам о том, что все аниматроники из первой части и нерабочие аниматроники из второй части FNAF абсолютно разные. Некоторые, конечно, думали, что они одинаковые, но это, конечно, не так. На это они, конечно, похожи. Но обо всех отличиях рассказывать долго. Поэтому посмотрите внимательно, и вы сами поймете, что аниматроники разные. К тому же у них разные эндоскелеты. Как видите, аниматроники Фредди, Бонни, Чика и Фокси отличаются между собой. Также золотых Фредди тоже было два. Между ними тоже очевидные различия. Как вы понимаете, из скрытого сюжета третьей части FNAF мы узнали, что души детей, которые были заключены в костюмы аниматроников из первой части, теперь свободны. Однако мы не знаем, что было с разобранными аниматрониками из второй части. Можно только понять, что их заменили на игрушечных аниматроников. Но что с ними было до этого? И почему они такими стали? Об этом нам пока ничего не известно. Теперь вернемся к той самой шляпе на сайте Скотта. Я решила сделать сравнение, чтобы понять, кому все же принадлежит эта шляпа. Начнем сравнение с обычного Фредди из первой части FNAF. Как видите, края у его шляпы направлены в противоположную сторону, и материал у шляпы совершенно другой, глянцевый. От него отражается свет, а у шляпы на сайте материал матовый. Теперь сравним со шляпой Golden Фредди из первой части. У него такая же шляпа, как у обычного Фредди, поэтому она тоже не подходит. Теперь переходим ко второй части. Сначала сравним со шляпой той Фредди. Здесь все просто, так как у него на шляпе есть красная полоска. А сейчас самое интересное. Шляпы у Фредди и Golden Фредди во второй части одинаковые. Края у шляпы направлены вверх, так же как у шляпы на сайте. И она тоже матовая, то есть из того же материала. Вроде бы все сходится. И владельца шляпы мы нашли, если бы не два небольших отличия. Если посмотреть внимательнее, то шляпа Golden Фредди из FNAF 2 более вытянутая, а верхние края этой шляпы острее. Можно рассмотреть и третью часть. Со шляпой Фантома сравнивать не будем, так как он является воображением. А вот шляпу Shadow Фредди посмотреть стоит. Как видите, по размеру она полностью подходит, только верхние края опять же более прямые. Из этих фактов, друзья, можно составить два варианта. Первый заключается в том, что так как эта шляпа отличается от всех, то, возможно, в четвертой части игры мы увидим абсолютно нового Фредди, о котором мы даже не знаем. Или второй вариант, которым придерживаюсь я. И он заключается в том, что, возможно, эта шляпа все же принадлежит обычному или же золотому Фредди из FNAF 2. Просто Скотт не обратил внимания на углы шляпы и ее размер. Но тот факт, что она из того же матового материала и углы у нее также направлены вверх, говорят о том, что эта шляпа действительно принадлежит Фредди из FNAF 2. Поэтому в четвертой части Скотт поведает нам историю разобранных аниматроников из FNAF 2. И мы узнаем, почему они такими стали, что же с ними случилось, из-за чего их решили заменить. Думаю, начнется все с Golden Фредди и Spring Bonnie, а про других аниматроников будем узнавать по мере прохождения игры. Возможно, они все тоже будут в пиццерии, и в итоге мы узнаем, что же с ними случилось. Надеюсь, выпуск вам понравился. Обязательно пишите свои варианты по этой теории. Мне будет интересно почитать. Рассказывайте об этом видео всем своим друзьям и знакомым. Обязательно ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой счастливый канал и ждите следующих моих видео. Желаю успехов, до новых встреч!